В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе продолжилось формирование Кабинета министров страны. 12 ноября президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Марины Пилия министром юстиции. Начальником управления по землепользованию и кадастру назначен Адамр Ахуба, по строительству Тимур Агарба, лесного хозяйства Анзор Ашхатсава, архивного управления Роман Гвинджия, по архитектуре, градостроительству и ЖКХ Игорь Миквабия. Руководство госуправлений по энергетике, транспорту и связи, а также по экологии и охране природы не сменилось. Структуры по-прежнему будут возглавлять Рабистан Габлия и Савелий Читанава. Президент Абхазии Рауль Хаджимба также подписал указ о назначении начальником Государственной миграционной службы республики генерал-майора Андрея Бобуа. Согласно распоряжению премьера правительства Валерия Абганба, будет проведена оптимизация штатов фонда репатриации не менее чем на 15% в срок до 20 ноября 2019 года. Также будут сокращены штаты в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения, в Министерстве демографии и репатриации, в Госуправлении по строительству. Отчет ведомства должны представить в Кабмин до 25 ноября этого года. 12 ноября президент Рауль Хаджимба провел совещание с участием членов комиссии по подготовке проекта развития абхазского языка. Президент подчеркнул, что необходимо усилить работу по обучению абхазскому языку с использованием современных методов преподавания, начиная с дошкольных и школьных учреждений. На совещании также шла речь об ошибках, встречающихся в текстах наружной рекламы. Также подчеркивалось, что реклама на абхазском языке редко используется и зачастую теряется среди вывесок с иностранными названиями. Все это должно быть под строгим контролем глав администрации, отмечалось на совещании. Были затронуты темы развития и популяризации детской литературы на абхазском языке, перевода школьных учебников на государственный язык, возобновления телевизионных проектов по обучению абхазскому языку, выпуска периодических изданий, в том числе в электронном формате. 12 ноября на площадке Арсмира исполняющий обязанности главы столичной администрации Кан Кварчия рассказал об итогах инспекционных выездов по районам Сухума. Все подробности у Алики Трапш. Работы по устранению выявленных в столице проблем уже начаты, сообщил журналистам, подводя итоги прошедшей недельной инспекции, исполняющий обязанности главы Сухумской администрации Кан Кварчия. Так, городские службы расчистили территорию в районе Киласурского моста, покрасили ограждения и наладили освещение. Подобные работы были проведены и на Красном, Белом и Синопском мостах. Как отметил Кан Кварчия, практически во всех районах города встречаются идентичные проблемы – несанкционированные торговые точки и постройки, проблемы с канализацией и уборкой территории. Вы видели, в районе пляжа Синоп у нас незаконно стоит автозаправочная станция, которая не отвечает ни архитектурному плану, ни противопожарным, нормам. Мы уже лично людей вызываем, разговариваем с ними. Мы уже достигли соглашения, что к концу года мы эту автозаправочную станцию оттуда убираем и будем облагораживать эту территорию. Там есть еще некоторые будки, так называемые в народе. То есть это вопрос тоже решаемый. В ходе прошедших инспекционных проверок особое внимание Кан Кварчия уделил заброшенным и полуразрушенным постройкам, которые портят внешний облик столицы. По словам исполняющего обязанности главы администрации, он проследит за тем, чтобы владельцы и арендаторы привели их в надлежащий вид. На Сухумском центральном рынке также было выявлено немало проблем, среди которых организация стоянок частного и общественного транспорта и торговля в неположенных местах. Эти проблемы уже решаются соответствующими службами, отметил Кан Кварчия. При этом исполняющий обязанности мэра столицы подчеркнул, что население с большим пониманием отнеслось к проводимой работе. Вы знаете, если просто так попросить уйти, бросить их, это тоже неправильно. Мы подошли по-другому. Мы когда их разместили, я, например, администрация отправила людей, с каждым постарались с этими людьми встретиться, узнать, устроились они, как им там чувствуется на новом месте. У них были какие-то там пожелания в том плане, что где-то там что-то им сделать. Мы постарались эти моменты тоже убрать. То есть вот в человеческом плане надо индивидуальный подход, видимо, каждому человеку находить.
Исполняющий обязанности главы города намерен провести масштабные работы по озеленению и облагораживанию Сухумской набережной. От Абхазского драмтеатра до кафе «Пингвин» в скором времени посадят 61 пальму, купленную в Италии, на его личные средства. Кан Кварчи отметил, что это его подарок родному городу. Но на более масштабные работы по капитальному ремонту набережной Диоскуров у столичной администрации нет средств. Мы предварительно с главой государства и с премьер-министром обговаривали этот вопрос капитального ремонта существующих колонн и набережной, вообще в целом всего. Для этого, конечно, необходимы большие средства, но хотя бы вот как бы двумя этапами или как, чтобы нас в эту российскую помощь, нас в эти проекты включили. Касаясь тех работ, которые проводятся по итогам инспекционных проверок, Кан Кварчи отметил, что они проводятся в рамках заложенных в городской бюджет средств. Управление наше коммунальное, есть его подразделения, которые, каждый из них финансируется, отдельно предусмотрены бюджетом города. Мы просто начали заниматься своим профессиональным делом, что мы должны были сделать. Кан Кварчи сообщил и о кадровых назначениях в мэрии. Порядка 70% руководящего состава администрации города Сухум обновлено. Мы подходим по вопросу, во-первых, молодые кадры, их непрофессиональный подход к вопросам и все остальное. Я старался просмотреть штатное расписание. Честно говоря, как по Гоголю, очень много мертвых душ. Зарплатный фонд у нас увеличивается, а продуктивности никакой нету. Дело в том, что их нету, естественно, все страдает. Но и как-то вот не очень понятно, даже чем эти люди там занимаются. Но, наверное, процентов, я вам скажу, где-то 30 просто персонала, их вообще нету. Мы с этим вопросом столкнулись и поэтапно начали решать. Инспекционные проверки по городу будут продолжены, отметил, завершая пресс-конференцию, исполняющий обязанности главы столичной администрации Кан Кварчи. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В пятницу, 15 ноября, вертолет МЧС России прибыл в Абхазию для тушения пожара на Сухумском перевале. Как и запрашивала абхазская сторона, российские коллеги прислали один вертолет Ми-8. Экипаж состоит из 5 человек. К тушению пожара специалисты МЧС приступили в субботу утром 16 ноября. Очагов возгорания на территории Сухумского перевала несколько, и пламенем охвачено около 100 гектаров леса. При этом горят не деревья, а опавшая на землю сухая листва. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил более 20 вылетов для тушения очагов пожара. За один вылет вертолет сбрасывает 5 тонн воды. Работы по тушению пожара продолжатся в воскресенье. В республике продолжаются работы по борьбе с мраморным клопом. На данный момент жители районов собирают вредителей и уничтожают их, так как механический сбор по-прежнему является одним из самых эффективных способов борьбы с насекомыми. Жители Ткварчальского района собрали более 400 килограммов вредителя. Для приема мраморного клопа была организована специальная комиссия, которая выплачивала за килограмм вредителя 1000 рублей. В этом году на проведение мероприятий по приему и утилизации мраморного клопа было выделено порядка 7 миллионов рублей. После завершения приема все собранные насекомые были уничтожены. Мероприятия по механическому сбору мраморного клопа продолжаются. Оповестили людей, жителей района, и вот на сегодняшний день нам сообщили, что люди готовы, собрали, значит, уже для сдачи энное количество, и мы приехали принимать. Сегодня вот на этот момент, на это время собрано около 389 килограмм, сдано, и мы приняли и оплатили им, значит, за 1 килограмм по 1000 рублей, как это вот указано по распоряжению Кабинета министров, которое было издано еще весной этого года. 13 и 14 ноября при Центральной республиканской больнице проходила акция, приуроченная ко дню борьбы с сахарным диабетом. Мероприятие было организовано по инициативе Министерства здравоохранения и социального обеспечения Абхазии. Главная цель благотворительной акции – выявить у обратившихся граждан предрасположенность к развитию сахарного диабета и вовремя начать лечение пациентов, которым это необходимо. Тему продолжит Амелия Бисмарк. Желающих проверить уровень сахара в крови оказалось немало. Некоторые из тех, кто решил воспользоваться акцией и на всякий случай сдать анализ, сразу приобрели статус пациентов и были госпитализированы в срочном порядке. Что и произошло с этой пожилой женщиной. Серьезные осложнения не заставили бы себя долго ждать, рассказывает врач-эндокринолог Юлиана Кубрава.
При исследовании забора крови обнаружилось, что у нее глюкоза крови 28. Она подошла к эндокринологу и выяснилось, что данная пациентка болеет сахарным диабетом в течение 10 лет. И при этом она сама по себе, по собственной воле отменила себе сахароснижающую терапию, перестала соблюдать диету и при этом не исследовала глюкозу крови. Получается, что осознанно человек себя подвергает опасности. К сожалению, подобные случаи далеко не редкость, ведь очень часто люди не придают значения определенным симптомам, которые служат поводом пройти тест на глюкометре. Военнослужащий Андрей Драгомир поступил в больницу в тяжелом состоянии. Уровень глюкозы в его крови поднялся до критической отметки. Пациент находился на грани потери сознания, когда медики госпитализировали его. Состояние Андрея теперь зависит от его нового образа жизни. Приехал, стало плохо и уже привезли сюда, оказали помощь. Теперь как вы намерены изменить свой образ жизни? Диета, придерживаться диеты, следить за сахаром, деваться дальше некуда. Заболеваемость сахарным диабетом с каждым годом увеличивается в мире. За 2018 год в Абхазии данное заболевание диагностировано у 3710 человек, что на 13% превышает статистику 2017 года. Наша больница принимает тяжелых больных именно с этим заболеванием, в кетоацидозе, в комах. И зачастую мы сталкиваемся с очень тяжелыми последствиями данного заболевания. Если бы пациенты наши жители Абхазии понимали, что нужно чаще обращаться к доктору, чаще проверять глюкозу крови, то до таких осложнений бы не дошло. Сахарный диабет не приговор, говорят медики. Важно вовремя начать лечение. Подобные акции – это возможность обнаружить заболевание и предупредить его развитие. Пациенты с сахарным диабетом должны понимать, что это заболевание, оно не так страшно, если за ним правильно следить, правильно питаться, относиться ответственно к модификации образа жизни. И в основном 85% положительной динамики в данном заболевании зависит от пациента. Почему? Потому что на первом месте во всех странах мира стоит диетотерапия. Если пациент будет следить за своим рационом питания, за физическими нагрузками, больше двигаться, грубо говоря, и выполнять рекомендации доктора, то такие грозные осложнения, как слепота, как нефропатия, как гангрена нижних конечностей, будут его не беспокоить. Ко дню борьбы с диабетом руководство лаборатории номер 1 при республиканской больнице решило внести свою лепту в благотворительную акцию. Список анализов, которые люди могли сдать в эти дни бесплатно, был расширен. Мы предоставили возможность амбулаторным пациентам сдавать ряд анализов бесплатно. К таким анализам относятся инсулин, гормоны щитовидной железы, торч-инфекции и ПСА. Наибольшим спросом, как оказалось, пользуются инсулин и гормоны щитовидной железы. Через наш кабинет прошло около 150 пациентов. Мы рады, что нам удалось принять участие в такого рода мероприятии. Надеемся на понимание людей, которых мы все-таки не успели принять за 2 этих дня. И хотим поблагодарить отдельно руководство больницы, что доверили нам провести данное мероприятие. Начиная с 2013 года в республике работает программа по обеспечению инсулином пациентов, страдающих сахарным диабетом. Что касается остальных медикаментов, необходимых в лечении данного недуга, то больные приобретают их на собственные средства. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение. Во Всемирный день борьбы с диабетом 14 ноября в Гагре прошла ежегодная акция, организаторами которой выступили Центральная районная клиническая больница Гагарского района совместно с общественной организацией «Центр развития». Медики провели около 300 анализов, более чем у 30 человек был высокий уровень глюкозы в крови. Из них 1 случай с впервые выявленным диабетом. Пациент был направлен на консультацию к врачу-эндокринологу для дальнейшего обследования, постановления точного диагноза и назначения лечения. Насколько серьезна угроза распространения сахарного диабета в Абхазии, каковы его осложнения и какой образ жизни нужно вести человеку, чтобы не заболеть? Мы обсудим с нашим гостем в студии, главой Ассоциации эндокринологов Абхазии, врачом-эндокринологом 2-й Сухумской клинической больницы Наной Аргун.
Здравствуйте, Нана Альбертовна. Здравствуйте. На этой неделе отмечался День борьбы с диабетом, с таким вот заболеванием, достаточно серьезным. И в этой связи я хотела бы узнать, насколько эта проблема, это заболевание актуально для Абхазии. Много ли здесь людей, страдающих им? Ну, как известно, распространенность пациентов с сахарным диабетом она растет во всем мире и приобрела уже масштабы эпидемии во всем мире. Абхазия наша не является исключением. Расчетное количество больных на территории Абхазии – это около 11 тысяч пациентов. Вот откуда мы взяли это количество больных? Это 4,5% от общего количества населения. Эта цифра маленькая, то есть 11 тысяч – это минимальное количество больных, о которых можно говорить. В России эта цифра 5,4% от общего населения. И при этом 5 тысяч больных, вот из этих 11 тысяч, не знают о том, что у них есть сахарный диабет, и у каждого пятого уже есть осложнение сахарного диабета. То есть в масштабах маленькой страны это очень большие цифры. Вы сказали о том, что есть люди, которые не знают, но в то же время все-таки под статистику они попадают. Почему? Как вы определяете это количество людей? Это определяется международными такими национальными исследованиями, когда берутся большие когорты просто людей, находящихся на улице. Это исследование впервые, это единственный раз было проведено, допустим, в России только в 2015 году. Это исследование очень дорогостоящее, и их позволить себе могут не все страны. Мы это исследование себе, думаю, в ближайшие годы позволить не сможем. Как оно проводится? Просто выходят на улицы и измеряют у всех, группы людей, уровень гликированного гемоглобина. И оказывается, что у половины из тех, которые имеют диабет, половина из них не знают об этом. То есть об этом говорят исследования по всему миру. Если это заболевание действительно по всему миру носит характер эпидемии, как вы сказали, есть ли у нас какие-то программы, по которым идет лечение диабета или его профилактика? Вот что вы могли бы сказать на это? Да, такая программа существует. Это государственная программа по обеспечению пациентов с сахарным диабетом на инсулинотерапии препаратами инсулина. Если они граждане Российской Федерации и у них есть инвалидность, то они и таблетированные формы тоже получают бесплатно наряду с инсулином. Что касается профилактических мероприятий, то это просто вот такие акции, как 14 ноября, они носят в основном информативный характер. За последние годы что вы наблюдаете? Рост числа заболеваемости вот этой болезнью или же все-таки на одном уровне все это находится, а возможно и спад? Нет, спада нет, и это все-таки, конечно, рост. Как и во всем мире, так у нас рост количества больных с каждым годом все больше и больше. На каких данных вы основываетесь? Прослеживаете в течение каких лет последних? Вот смотрите, лет, вот лет? Какого характера работы идут в нашей больнице, так как я являюсь эндокринологом в городской больнице. У нас есть два отделения, это отделение кардиологии и неврологии. Это вот профильное отделение нашей больницы сосудистого типа. То есть основная причина смерти пациентов с сахарным диабетом – это инфаркты и инсульты. Вообще сахарный диабет вот в настоящее время это рассматривается как эквивалент наличия у пациента сосудистого заболевания. То есть по сути своей сахарный диабет – это сосудистое заболевание. И очень большая часть пациентов, лежащих в этих двух наших отделениях, это именно пациенты с сахарным диабетом. Очень часто знакомлюсь я с этими пациентами даже в палате интенсивной терапии. Они узнают, что они больны диабетом только тогда, когда у них уже есть осложнения, грозные осложнения уже диабета. А почему человек не понимает, что болен? Вот вы говорите, что многие первый раз узнают уже в больничной палате, когда они вообще по другому поводу туда поступили, в эту больницу. Вот почему так происходит? Потому что сахарный диабет второго типа, вот мы сегодня говорим о втором типе сахарного диабета, он не наступает внезапно. Это происходит постепенно. И ученые доказали, что до развития сахарного диабета есть стадия преддиабета. Она проходит 5-6 лет. То есть в течение 5-6 лет у пациента есть преддиабет, и он об этом не знает. Если бы он об этом знал, вот в 60% случаях, если применить профилактические меры, диабетом можно не заболеть. Но, несмотря на все предпринимаемые меры, 40% все равно заболеют диабетом второго типа рано или поздно.
Преддиабетное состояние, да? Что вызывает? Это в первую очередь генетическая предрасположенность, основной фактор, а далее идет избыточный вес. Основной фактор генетика? Генетика, да. Генетика. С генетикой не поспоришь, на нее не повлиять никакими методами, никакие профилактики не помогут. А вот избыточный вес, да, это тот фактор риска диабета, на который можно повлиять. Это малоподвижный образ жизни, хронические стрессы, отсутствие в еде растительной клетчатки, да, вот стиль питания плохой. И вот эти основные факторы риска сахарного диабета. Нужно, если есть поставлен уже диагноз сахарный диабет, в первую очередь необходимо понять, что тот стиль питания, который был, он теперь уже должен сойти на нет. То есть нужно ввести новый образ жизни в плане питания, перейти на пищу, богатую клетчаткой, исключить легко усвояемые углеводы. В принципе, они не нужны вообще никому. Это сахар в чистом виде, соки, ну вот наше традиционное блюдо мамалыга, к сожалению, наносит большой вред диабетикам. Это, Что вы говорите? да, это углевод, который нужно ограничить. Причем любого цвета. Часто говорят, вот я ем мамалыгу желтого цвета, хотя она повышает также сахар, как и мамалыга белого цвета. Это мы уже перешли к разделу мифа о диабете. Так же, как и гречка, допустим. Гречка – это углевод, который повышает сахар. Не нужно его кушать специально с целью снизить сахар. Гречка сахар не снижает. Ее можно просто в рационе сократить, можно не исключать. А что снижает сахар? Ничего, нет таких продуктов, которые снижают сахар. Только таблетки и, кстати, физические нагрузки. Физические нагрузки снижают сахар, потому что улучшают чувствительность тканей к инсулину. Связано вот это состояние, вот это заболевание преддиабетное, скажем, или уже сам диабет от нашей культуры питания? Конечно, культура питания – это в первую очередь. Плюс генетическое, вот это постоянно хроническое переедание и изо дня в день избыток калорий, который уже откладывается в виде жировой массы, а это фактор риска диабета. Это напрямую зависит от этого, от стиля питания. 14 числа прошла акция у вас в городской больнице. Могли бы вы рассказать об ее итогах, сколько человек обратилось и какие выводы вы сделали на основании тех данных, которые получили в этот день? Ну, хочется отметить, что в нашей больнице прошел ряд мероприятий, назовем их профилактических или там просветительских. Вот в сам этот день, 14 ноября, в самой больнице в рамках этой акции любой желающий мог измерить уровень сахара крови из пальца, также получить консультацию эндокринолога и при необходимости смежных специалистов. К нам пришло 62 человека. А на следующий день уже мы вышли сами на улицы. Это в местах скопления людей. Это были проспект Мира, набережная Махажиров и Брехаловка, где была наибольшая такая масса людей. Там мы обследовали 80 человек. В итоге получилось 142 человека обследовано, но группы были неоднородные. Те, кто пришли в больницу, они уже, там 25 человек были уже больны диабетом. У 5 диабет сахарный выявился в этот день, впервые выявленный, у 5 человек был. А что касается улицы, ну они, вот те, кто пришли в больницу, у них были уже жалобы, они подозревали в себе диабет и пришли с целью удостовериться в этом. А на улицах из 80, так скажем, исследуемых, только у 2 был повышен сахар, ну это не только, это, конечно, много, но меньше, чем в больнице. И у 1 уже был в анамнезе сахарный диабет. Такие разные цифры получились, потому что эти когорты тоже были разные. На улице там было больше молодых, люди не предъявляли жалобы никакие. Скажите, а как люди реагируют вот в тот момент, когда узнают, что вот, оказывается, я диабетик? Вот, вообще все реагируют очень по-разному. Есть такая стадия даже отрицания, когда они не верят в то, что у них есть болезнь. Это говорят, нет, я поел накануне много сладкого. Хотя, если человек съел сладкое, на следующий день, через 8 часов, у здорового человека сахар придет в норму. Если он не пришел в норму, это либо диабет, либо преддиабет. Некоторые, конечно, очень сильно расстраиваются. Есть люди, которые не падают духом и принимают решение изменить образ жизни. Кроме Сухума акции проходили и в других районах Абхазии. Могли бы вы рассказать подробности, если знаете, как все там прошло? Насколько я знаю, было в городе Гагра такая акция. Они вышли также на улицу в 3 точках, и они обследовали 300 человек. Есть какие-то данные, результаты, о которых вам известно? Вот, насколько я знаю, около 2 больных они выявили с диабетом на улице.
На улице выявляемость всегда меньше, поскольку это люди, которые случайные, ни на что не жалующиеся. Вот человек узнал о том, что он болеет, да? Что дальше зависит от него? Как он может поддерживать свое здоровье и чем помогают в этом вопросе медики? Ну, во-первых, он должен получить знания в первую очередь. Вот мы все говорим о том, что диабет – это не болезнь, а образ жизни, уже такая фраза, да, избитая фраза, но человека нужно научить, как ему жить. Да? Вот, в принципе, то, чем мы занимаемся в школе сахарного диабета. При постановке этого диагноза предлагаем записаться в школу диабета. Человеку с диабетом нужно уметь очень многие вещи. Вы затронули школу диабета, я еще не задавала вопрос, поэтому вы, пожалуйста, объясните, когда эта школа начала работать, для кого и вот с какими результатами. Значит, эта школа стала работать в городской больнице и в Гаграх. Год назад мы ее открыли. Для пациентов, там два типа пациентов. Первый тип – это пациенты с сахарным диабетом первого типа и пациенты с сахарным диабетом второго типа. Внутри групп тоже есть различия. Те, кто на инсулинотерапии, и те, кто не на инсулинотерапии. Вот я еще раз вернусь к тому, что должен уметь диабетик делать. Он должен уметь рассчитывать еду, считать количество углеводов, да, рассчитывать физические нагрузки, измерять сахар несколько раз в день, в некоторых это до 5-6 раз в сутки. Всему этому он должен уметь предупреждать развитие осложнений, что самое главное, сахарного диабета, как острых, так и хронических. Всему этому мы обучаем в школе сахарного диабета. В принципе, обратиться в школу может любой желающий записаться у эндокринолога. Вот вы сказали о том, какие осложнения бывают у диабета. На самом деле, да, очень грозное заболевание. Я бы хотела, чтобы вы напомнили об этом, чтобы не воспринималась эта болезнь как что-то такое вот невинное. Легкое, да. К сожалению, я даже иногда говорю, что при сахарном диабете ничего не болит. Осложнения приходят исподволь. То есть человек начинает плохо видеть, у него начинают неметь ноги, да? То есть осложнения на глаза, нижние конечности, почки. В первую очередь страдают глаза, почки и сердце, сердечно-сосудистые. Есть рекомендации и американские, и европейские, и российские, где лечение сахарного диабета начинается даже не с лекарства, ну, смотря какой сахар, конечно, на ранней стадии, не с лекарств, а с изменения образа жизни. Только потом присоединяются уже таблетированные сахароснижающие препараты, которых в последнее время все больше и больше. Появилась новая группа даже таблетированных препаратов. И уже сахарный диабет второго типа на поздних стадиях бывает, требует инсулинотерапии. Вот совет в плане практической. Да. Да, совет – это после 45 лет каждому человеку измерять уровень сахара в крови хотя бы в год один раз. Если у него есть наследственная отягощенность, то есть в семье кто-то болен диабетом, то им необходимо в 3 года один раз проходить тест с нагрузкой. То есть сахар натощак для них это неадекватный показатель проблемы. Им нужно проходить пероральный глюкозотолерантный тест раз в 3 года. Даже если ничего не беспокоит. А всем остальным, у которых нет наследственной отягощенности, просто знать, что до начала сахарного диабета второго типа существует 5-летняя где-то стадия преддиабета, когда абсолютно ничего не беспокоит. И на этой стадии можно себе помочь, чтобы в дальнейшем не болеть диабетом. Помочь, только изменив образ жизни, больше никак. Тогда такой вопрос. Где-то я на просторах интернета, в литературе почитала о том, что есть способ хирургически избавляться от диабета. Это вопрос о том, что он неизлечим. Вот что вы можете об этом сказать? Насколько это является правдой? Да, это правда, такая тенденция есть. И вот способ лечения сахарного диабета как бариатрическая хирургия уже вошел во все рекомендации европейские, американские и недавно в российские. То есть метод операции на желудках как метод лечения сахарного диабета второго типа. Если мы говорим о том, что причина сахарного диабета второго типа – это избыточный вес, то, сделав пациентам операцию и уменьшив этот вес, возможно даже такая вот длительная ремиссия. Еще боятся они говорить о том, что это выздоровление, но первые уже результаты есть, когда в течение 5 лет, 10 лет у пациентов нет диабета после проведенных операций. И показанием к этих операциям часто является, что не обязательно это именно избыточный вес, достаточно не обязательно ожирение, может быть просто избыточная масса тела. То есть это обычная операция по уменьшению желудка? Да. Часто это иссечение дна желудка, чаще всего.
Это травмирующая достаточно операция, но бывает, что это единственный выход из положения. Для того, чтобы избавиться от диабета или от ожирения? Диабета и от ожирения тоже. И что на самом деле и так применяют этот метод? Да, в Москве вообще этот метод, вот морбидное ожирение мы называем, это ожирение, когда индекс массы тела выше 45. Это ожирение, которое приводит не только к сахарному диабету, но и к другим тяжелым, грозным последствиям. И тут вот польза от этой операции превышает даже риски. Ну, я могу советовать. Очень полным, там, с избыточной массой тела, да, мы советуем. А было такое у вас? Были несколько пациентов, которые перенесли бариатрическую операцию, но с косметической целью. У них не было диабета. Сегодня вы можете вычислить, сколько завтра появится у вас новых пациентов, страдающих диабетом? Вот у нас мы уже привыкли к тому, что из года в год этих пациентов все больше и больше. Определенного какого-то резкого наплыва нет. Они приходят, и вот в неделю несколько случаев новых может встречаться. И вообще ВОЗ объявил эту эпидемию. Официально это не инфекционная эпидемия. И, соответственно, все меры по борьбе они принимаются. Даже вот в России то исследование, о котором я говорила, которое началось в 2015 году, Nation, оно было при поддержке на уровне государств Франции и России. То есть встретились главы государств и обсудили эту проблему сахарного диабета. Когда следует бить тревогу, да, на какие симптомы обращать внимание? Это снижение массы тела, сухость во рту, жажда, вот такие учащенное мочеиспускание. Вот как тонометр, аппарат для измерения давления, есть в каждом доме. Сейчас рекомендуют также глюкометр иметь. Это недорогой, они могут быть в пределах 1000 рублей, но это очень хороший подспорье в каждом доме. Вы вот с чем-то пришли к нам, и тоже хотелось бы узнать, что это такое. Ну, это если говорить о новинках, это система суточного мониторирования глюкозы без прокола пальца, что особенно важно детям. Впервые мы эту систему применили в школе, в рамках школы сахарного диабета на детях. В общем, это вот такой вот прибор для постановки сенсора в плечо. То есть в плечо устанавливается сенсор, это не больно одним хлопком, после чего подносится такой экран и определяется уровень сахара в крови в течение суток. То есть на 2 недели этот сенсор устанавливается. То есть в течение 2 недель в любое время, дня и ночи, особенно это важно родителям, когда дети спят, не нужно их колоть, детишки особенно боятся проколов пальца. Подносят и измеряется уровень сахара. И в завершении нашей беседы давайте мы оценим, насколько вот такие акции, которые проводите вы в день борьбы с диабетом, и организации наши общественные, вот школа диабета, да, вы ассоциацию эндокринологов возглавляете, тоже какие-то акции проводите. Насколько они эффективны, насколько они влияют и насколько они могут информировать людей об этом? Как вот вы оцениваете? Вот насчет информированности, да, они не влияют на статистику, к сожалению, никак. Во всем мире эти акции не могут повлиять никак на статистику, несмотря на то, что пропагандируют здоровый образ жизни, но не получается, диабет растет. Наши акции такие же, они не влияют на статистику, но влияют на повышение осведомленности, на наличие осложнений. В частности, школы, да, вот я вам не ответила на предыдущий ваш вопрос, вот какие у нас были результаты школы. Да? Пациенты, которые прошли школу с первого по последнее занятие, они более комплаентны в плане лечения, они уже сами смотрят за собой, и у них показатели намного лучше. Вообще индикаторами нашей работы в школе являлись дневники и являются, с которыми они к нам приходят на прием. Вот в этих дневниках показатели гораздо лучше стали. И уровень гликированного гемоглобина, это показатель сахара за 3 месяца. У пациентов, прошедших школу диабета, гораздо ниже. У них осложнений будет в будущем меньше. Какое количество детей, достаточно ли большое количество детей страдают этим заболеванием? Я являюсь взрослым эндокринологом. Точно не могу ответить на этот вопрос, но детишек много для нашей страны. В нашей школе это 4 детей было, которые мы им всем поставили такие вот сенсоры. Приходили за них родители. То есть еще раз мы должны обратить внимание на образ жизни, обращаться к врачу, периодически измерять сахар, да. И вот это нужно выполнять. И прислушиваться к себе, к симптомам. Прислушиваться к симптомам. Благодарю вас за интервью. Всего доброго. До свидания.
В рамках совместной программы Европейского Союза и программы развития ООН состоялась торжественная церемония подписания грантовых соглашений с победителями проекта по развитию сельских территорий в Галском районе. В рамках программы будут реализованы 43 проекта. Эсма Голландия продолжит тему. Проект по развитию сельских территорий НПАРД направлен на поддержку и укрепление сельских общин Абхазии. В Галском районе данный проект осуществляется при поддержке международной организации «Движение против голода». Цель этого программы и развитие села. Это программа мы совместно с организацией ПРОУН имплементируем. У Галском районе уже год-полтора года эта программа идет. В общем, цель этого программы, чтобы создали местные инициативные группы, которые будут решать, какие программы нуждаются в этом районе. Жители района очень активно участвовали в программе. Из всех проектов инициативная группа, организованная местной администрацией, отобрала наиболее нужные и социально значимые. Всего было одобрено 18 социальных и 25 коммерческих проектов, на реализацию которых выделено $270 тысяч. Однако каждому грантополучателю придется вносить до 30% собственных средств. Уже на самом деле с завтрашнего дня при поддержке движения против голода мы начнем процесс поддержки грантополучателей. И они будут не одни в этом деле, мы также со своей стороны предоставим поддержку не только в обеспечении оборудования, но и в технической поддержке. Немалая часть одобренных проектов нацелена на развитие сельскохозяйственных культур региона, выращивание ореха, арахиса, малины, голубики, производство кукурузного масла. Среди них есть и те, которые предусматривают как реализацию творческого, так и социального потенциала, будь то открытие музыкальной студии в городе Гал или строительство детской площадки в селе Хяцха. Это один из таких проектов, которые мы с большим желанием в администрации поддержать. Потому что этот проект проходил непосредственно с участием нашим. Один из моих заместителей является президентом этого клуба, который собирал все эти проекты. Мы контролировали этот процесс. Программа ЕС и ПРООН по развитию сельских территорий в Абхазии стартовала в 2017 году и продлится до 2021 года. Эсма Голландия, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение. Продолжаем эфир. Настоящий праздник осени, красок и урожая прошел в столице в субботу, 16 ноября. Более 15 производителей со всех районов республики и различных регионов России приняли участие в осенней сельскохозяйственной ярмарке, организованной в рамках совместной программы Европейского Союза и ПРООН по развитию сельских территорий. Жители и гости столицы могли приобрести натуральную продукцию по доступным ценам. На ярмарке побывали и наши корреспонденты. Овощи, фрукты, мед, варенье, соленье и даже косметику – все это можно приобрести сегодня здесь, на сельскохозяйственной ярмарке. Вот, например, жители и гости столицы сегодня могут приобрести здесь натуральный каштановый мед. На сельскохозяйственной ярмарке сегодня приняли участие более 15 производителей не только из всех районов Абхазии, но и различных регионов России. Тенгиз Кветалидзе из села Губ с семьей занимается производством меда уже около 15 лет. На сельскохозяйственной ярмарке представляет свою продукцию не впервые. До этого принимал участие в медовом фестивале в Новом Афоне. Майский, каштан, золотарник. Прополис, отца, шхмзеуна тоже в Бризиге все производим сами. Кроме того, на сельскохозяйственной ярмарке можно было приобрести и ювелирные украшения ручной работы. Маленькая участница ярмарки из города Сочи Нина Симоненко с удовольствием рассказывает о своей продукции. Изготовлением украшений ручной работы девочка занимается вместе с мамой и крестной уже на протяжении нескольких лет. Мы продаем сережки, кулоны и броши. Тут есть янтарь, морские стекла и сухоцветы. Есть клипсы для тех, у кого не проколоты уши. Кулоны и есть еще вот такие вот серьги.
ой, не сырья, кольца. Полностью семья вся занимается, мы просверливаем дырочки в стеклах и делаем серьги красивые. То есть это дело такое нехилое, так сказать. Лолита Чекара из села Дурипш принимает участие в сельскохозяйственной ярмарке уже в 3-й раз и результатами довольна. Сегодня на импровизированном рынке она представила различные сорта местного абхазского чая, сбором и выращиванием которого занимается сама. Мой местный чай, я сама обрабатываю его в ручной сборке. Сама собираю, сама вручную все обрабатываю. Черный, зеленый и горный тоже имею. Здесь также можно было приобрести и натуральные сорта кофе, а перед покупкой даже попробовать. Ярмарку посетил и Эрвин Блоу из Венгрии, глава международной неправительственной организации «Движение против голода». Здесь я купил кофе, натуральный кофе, молотый из Бразилии и Эфиопии. И еще взял не молотый тоже кофе. И пока будем попробовать кофе. В этом году мы планируем провести 4 сельскохозяйственные ярмарки. Это отличная возможность для местных производителей представить и реализовать свою продукцию. До этого мы уже проводили такие ярмарки в Афоне и Пицунде. Участники и организаторы сельскохозяйственной ярмарки в Сухуме выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут доброй традицией и будут проводиться чаще. Гугу Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.